Приветствуем вас в Церкви Краеугольный камень Любовью Христовой. Сегодня замечательное утро, которое Господь благословил. И мы призываем вас, давайте встанем на свои святые ноги, будем простираться всем сердцем, всеми своими мыслями, и будем воздавать славу, хвалу и честь, и поклоняться Богу нашему, ибо только Он достоин хвалы и поклонения наших сердец. Аминь. Аминь. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе позовем. Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем.
Тебе, наш Бог, на этом месте. Мы пришли, чтобы поклониться Тебе и воздать Тебе всю славу. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, во своем единстве, в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он. Уруйдан ayıdoyamut, üstekliğine rennan doyabı. Uruйдан ayıkallan ayıdoyamut. Uruйдан ayıdoyamut, üstekliğine rennan doyabı. Uruйдан ayıkallan ayıdoyamut.
хвала, воздай Ему всю славу. Аллилуйя, тебе наш Бог! Кто тьму разрушил, греха проклятие, кто любит вечно, кто не оставит, Господь царь славы и царь для всех царей. Кто громом славы мир сотрясает, пред кем трепещет душа живая, Господь царь славы и царь для всех царей. И все вместе. О, это благодать, о, вечная любовь, Ты принял на себя мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. О, Иисус, я буду петь о Твоей любви. Кто убирает из жизни хаос, кто стал отцом нам, назвал сынами, Господь царь славы, Господь царь славы, кто правит миром в суде и правде, и ярче солнца свет Его славы, Господь царь славы и царь для всех царей. И выше руки! О, это благодать, о, вечная любовь, Ты принял на себя мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. О, Иисус, я буду петь о Твоей любви. Агнец Божий заклан за нас, Агнец Божий славу достоин принять, Агнец Божий заклан за нас, Агнец Божий славу достоин принять, Агнец Божий заклан за нас, Агнец Божий славу достоин принять, Агнец Божий заклан за нас, достоин, достоин, достоин. О, это благодать, о, вечная любовь, Ты принял на себя мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. О, Иисус, я буду петь о Твоей любви. О, это благодать, о, вечная любовь, Ты принял на себя мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. О, Иисус, я буду петь о Твоей любви. Только о Твоей любви, Господь, мы будем петь в каждом дне наш Бог. Аллилуйя. Тщетно искал, чем сердце наполнить, звоном монет и славой побед.
собрав осколки жизни. Все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой, пусть не завершение ошибки мои, увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом в победах и в поражениях. Нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, за Твою безмерную благодать в нашей жизни и Твою любовь, Господь. И мы сегодня, Твой народ, названный народом Твоим царственным священством, предстоим перед Тобой, Господь. Мы склоняем свои сердца, Отче, мы простираемся к Тебе всей душой, Господь, и всем, что мы имеем, Господи. Почти нас, Господи, сегодня своей благодатью, своим благословением. Посей наши сердца обильно Слово Твоей благодати, которое станет, Господь, живым словом в каждой ситуации нашей жизни. И мы благодарим Тебя, Господи. И сейчас мы хотим молиться согласно 1 Тимофею, 2 глава, о начальствах, правителя, Господь. Мы благословляем их именем Твоим, чтобы каждый человек начальствующий, каждый человек, который имеет какую-либо ответственность управлять народом, над которым они поставлены, чтобы они имели страх Божий, Господь, чтобы в них была, Господь, любовь к людям. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, прикоснись их сердец. Мы призываем имя Иисуса Христа в их жизни, в их сердце, чтобы они пришли к покаянию и через покаяние обрели дар вечной жизни во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, и сегодня день рождения нашего города, город Якутск. Мы молимся о Тебе, мы благодарим, что некогда рожденные в разных местах, мы сегодня собраны в одном месте, в одной церкви, краеугольный камень. И наша привилегия молиться за этот город, высвобождать милость и благодать Твою на эту землю, Господь, на этих людей, которые населяют этот город. Именем Иисуса Христа мы благословляем этот город, каждого человека, каждый дом благословляем. Эту землю исцели, Господь, своей милостью, своей благодати. Мы провозглашаем, что на духовных высотах города Якутска Ты царствуешь, Господь Иисус. Духовный скипетр и держава духовной власти
принадлежать Тебе, Господь. И мы провозглашаем, как церковь, как имеющая власть в духовном мире, высвобождаем Твою волю, благую, угодную и совершенную на этот город, на правительство, на людей, Господь, на все сферы жизни этого города. И мы благословляем Тебя, город Якутск, чтобы Ты процветал во благо Иисуса Христа. Пусть распространяется Царство Иисуса Христа за пределы города Якутска, на всю республику Саха-Якутии, на всю Россию, на весь мир, Господь. Да будет, Господь, Твое владычество во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, Господь, за церковь, которую Ты основал на краеугольном камне. Благодарим Тебя, Иисус, что Твое присутствие так реально в нашей жизни. Ты даруешь каждый день нам радость, Господь, силы жить и любить. И Иисус Христос, Ты сказал, что Ты построишь этот камень, эту церковь на краеугольном камне, и врата ада не одолеет его. И мы верим, Господь, и мы утверждаем, что это истинно так. Мы благодарим Тебя за нашего пастора, за то, что Ты его нашел в верном служении и поставил пастором в этой церкви. Мы благословляем его отношения с Тобой, Господь, чтобы они были настолько глубокие, Господь, чтобы он познавал, пропитывался Твоей любовью, Господь. И что он делает в этой церкви, в этом мире ради славы Божьей, оно было мотивировано Твоей любовью. Господь, также мы благословляем его высоким духом, как у Даниила, Господь. Пусть он будет непоколебимым во имя Иисуса Христа. Мы благословляем также семью нашего пастора. Все они служители, Господь, и благослови их служение во имя Иисуса Христа. Пусть это будет во славу Твою. Также мы благословляем каждое служение, которое есть в нашей церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты высвобождаешь людей, у которых сердца простираются Тебе, Господь, они верные, Господь. И Ты будешь еще поднимать служителей, чтобы Царство Твое расширялось во славу Твою. Отец Небесный, мы также благословляем наш Северо-Восточный Союз, все наши братские церкви благословляем, нашего епископа, всех пасторов, которые трудятся на ниве Божией, Господь. Пусть они будут вдохновлены, Господь, укреплены Твоей любовью, да будут они водимы Духом Твоим Святым, Господь, во имя Иисуса Христа. Славим Тебя и благодарим. И сегодня мы также сейчас приглашаем детей наших. Дети, выходите, мы сейчас будем вас благословлять и молиться за вас. И Господь нас благословляет обильно, и сегодня уже третий день, как к нам приехал пастор из Хабаровска Сергей Анатольевич Кульман. Он является пастором церкви «Река жизни». И я попрошу Сергея Анатольевича помолиться и благословить наших детей. Пожалуйста. Господь, мы благодарим Тебя за каждого этого молодого человека, благословляем, Боже, именем Твоим. Пусть эти люди, эти сердца будут благословением для других людей, и когда они возрастают, пусть светят, осаляют и являются благословением, Боже, где ступят стопы ног их, где будут их руки. Благослови их разум, здоровье. Благослови, Боже, чтобы с этого возраста они светили и осоляли там, где они находятся. Пусть это будет влияние на других людей, на других детей, на других взрослых, Господь, людей. Пусть они станут благословением для этого народа, Господь, для этого государства, мой Бог. Пусть в этом будет явлена Твоя слава. Мы благословляем их именем Твоим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Вы тоже вовремя, на вас тоже благословение пришло, все нормально, все окей, все хорошо. Благодарим, Господь, что Ты приумножаешь семя. Славим Тебя и благодарим. А теперь давайте, дорогие друзья, мы будем еще совершать одну часть нашего служения. Это часть завета с нашим Господом. Мы даем Ему из-за любви то, что Он заботится о нас неперестанно. Слава Богу, что у нас есть свое здание церкви. Оно с каждым годом все становится полнее, все становится краше и комфортнее, уютнее. Вы заметили это? Замечаете, да? Слава Богу! Это все ваши семьи, которые вы посеяли. И я благословляю вас
то, что вы есть люди, которые в завете с Господом, это совершаете из-за любви и доброхотно. Ибо написано в Слове Божьем, что доброхотно дающего любит Бог. Аминь. Будьте благословенны. Сергей Анатольевич в пятницу начал проповедовать. Вчера тоже проповедь была, и сегодня мы тоже попросим его поделиться словом. Кто был на двух прежних собраниях? Слава Богу. Вы получили, да, для себя что-то? Слава Богу. Пусть это будет семенем, которое будет приумножаться в вашей жизни и в жизни ваших близких. Аминь. Я теперь микрофон передаю Сергею Анатольевичу. Пожалуйста. Добрый день всем. И вчера я говорил. Может здесь свет, может включу. Спасибо. Вчера речь шла у нас о Царстве Божьем. Я говорю, если Бог позволит, а сегодня продолжим. Не позволил. Поэтому я утром встал, думаю, чтобы продолжить эту тематику, нет, не идет, совершенно другая, поэтому я буду говорить другую тему и, скажем так, знаю, что в любом случае это надо кому-то, это надо, потому что мы живем Словом Божьим, мы живем тем, что Господь говорит, и, скажем так, когда есть вопросы или когда есть какое-то беспокойство, кто нам еще может что-то проговорить? Это Дух Святой, но очень часто это происходит через Слово Божие. Когда приходит Слово, и Дух Святой, Он как бы озаряет это Слово, и вдруг оно работает внутри нас. И каждый человек получает, скажем так, ответ на тот вопрос, который у него существует, живет внутри него или беспокоит него. А я сегодня скажу, тема такая, божественная терапия, я так назвал. Потому что, когда мы чем-то болеем, идем, да, к терапевту. Тот назначает нам куда-то, там, к специалисту узкому идти или еще что-то. Но вот у нас есть такая божественная терапия, потому что рожденный новый человек, то есть духовный человек, он общается с Богом. И, конечно, оттуда все проистекает. Но мы также носим вот эту другую, еще вторую природу, вернее, первую ветхую от Адама. И поэтому вот эти две природы, они у нас всегда, скажем так, сопротивляются. Итак, божественная терапия. Эту тематику хочу немного сказать. Войдя в покой, уверовав в Иисуса Христа, каждый христианин, он живет вот в этой уверенности. Но обстоятельства, враг души человеческой, чаще просто даже обстоятельства вот этого мира, они нас пытаются выдернуть из этого покоя, выдернуть и ввергнуть в какое-то беспокойство, ввергнуть, чтобы человек не имел такого успокоения. Поэтому все как бы направлено на это. Я думаю, знаете, ситуация заключается еще в том, когда в Эдемском саду, когда произошло грехопадение, и потом Бог сказал о земле такие вещи: терни волчицы произрастит она тебе, в поте лица будешь добывать свой хлеб. Все, что находится на этой земле, которая подпала, скажем так, под проклятие из-за грехопадения человека, все, что находится на этой земле, оно сопротивляется нам. Вот куда ни ткнись, ничего по маслу, как по маслу не идет. Тебе надо всегда что-то преодолевать, тебе надо что-то делать всегда. Таков мир после грехопадения. Поэтому мы здесь не находим такой, скажем, помощи, а помощь приходит только от Господа. Она безусловная. Наша помощь такая от Господа, она на самом деле та, в которой нуждается сердце человеческое. Так, земная жизнь, она пытается вытащить христианина с территории вот этого покоя. Откроем, давайте, послание филиппийцам апостола Павла, и в 4 главе я прочту 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Не заботьтесь или не беспокойтесь, не тревожьтесь, оставайтесь в состоянии покоя, об этом говорит апостол Павел. И речь идет именно о том, что в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания, обозначайте эти
высказывайте свои желания, что у вас есть на сердце. Ну, скажем так, прошение – это что-то, какая-то конкретная просьба, с которой мы приходим к Богу. Она такая точная, такая узкая. Мы всегда спрашиваем, говорим, и вот это прошение происходит. Молитва – это нечто такое более широкое. Это и поклонение туда включается, когда мы с Богом общаемся. Такое более общее общение происходит. Так вот, здесь апостол Павел говорит и прошение, и молитва. Не беспокойтесь, а просто обозначайте вот в этом. Говорите. Пускай это выходит, обозначайте через вот эти слова. Бог и так все знает, все прекрасно. Но это необходимость каждого человека. Это необходимость говорить, необходимость общаться с Богом, потому что так нас Бог устроил. Без этого довольно трудно находиться. То есть, когда сердце начинает беспокоиться, уходить вот с территории покоя, видя какие-то физические или там иные обстоятельства, то апостол Павел говорит, не подчиняйся тревоге, не будь мотивирован тревогой, не надо, потому что тебе надо сохранять сердце твое на территории покоя. Тебе надо сохранять это сердце, и у тебя есть инструмент. Инструменты существуют, разговаривай с Богом, обозначай, говори, вытаскивай из сердца своего словами, что ты испытываешь, что, может быть, что тебя пугает или с чем ты столкнулся. Говори, обозначай через слова, хоть Бог абсолютно все знает. Нам говорит об этом Писание. Бог-то всезнающий, всеведущий. Я сталкивался с человеком, который говорит, а зачем молиться, когда Бог и так все знает? Это для меня надо. Бог знает, и Он, конечно, помогает. И в Псалме написаны такие слова, 138-й Псалом, можем с вами открыть и увидеть здесь, что Давид говорит определенные вещи. 138-й Псалом с 1 стиха. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». То есть я еще пытаюсь сформулировать в уме, как сказать Богу. Я думаю, каждый из нас, каждый христианин сталкивался с таким. Ты пытаешься сформулировать, ты пытаешься как-то сказать Богу, обозначить, а ты уже понимаешь, что Он тебе отвечает. Отвечает определенным миром, покоем, отвечает тебе уже, а ты еще не обозначил. Почему? Ну, Бог всезнающий, всеведущий. Так а зачем тогда говорить с Богом? Зачем тогда Ему обозначать это? Зачем озвучивать? Но вот к филиппийцам как раз Павел говорит, делайте известным через молитву, через прошение вот эти просьбы. Хоть Бог и знает. И мы как раз сейчас поймем и увидим, для чего это и каким образом это происходит в жизни человека. Может ли Бог дать человеку то, что он не просит? Да, конечно. Конечно, даже ты просить не будешь, но Бог может это дать. Мы можем с вами вспомнить пророка Елисея, который ходил через один город, и там сыномитянка, она была женщина, которая поклонялась живому Богу, и мужа уговорила там сделать ему жилье, комнату. Елисей проходил, когда он всегда останавливался там. А потом он у своего слуги, у Гези, он спрашивает, а что ей надо? Может быть, в чем она имеет нужду, может быть, с царем поговорить, с военачальником, это уже когда ее пригласил, спрашивает. Она говорит, да нет, мне ничего не надо, у меня все есть. Но без нее этот Гези, раб, слуга Елисея, он говорит, слушай, у нее сына нет. Мы не знаем, дочери были или нет, но мы знаем, в той культуре, конечно, это было важно. Он говорит, да вот сына нет. И тогда Елисей говорит ей, то есть будет сын. И он так и рождается. Елисей движим, скажем так, всегда он пророк, и он движим тем, что говорит ему Бог, что вкладывает в сердце. Сыномитянка не просилась. Но Гиезий, исполняя волю Божию, исполняя, так сказать, рупор Божий, он говорит, у тебя будет этот сын. Он рождается потом. Он рождается, но потом, сколько-то лет спустя, он умирает. Умирает, там, видимо, от солнечного удара, что такое происходит, сыномитянка идет к Елисею, разговаривает. И смотрите, что она говорит, когда пришла к нему, это 4 книга Царств. 4 книга Царств, 4 глава. И вот как после того, как ее сын умер, и она пришла к Елисею. 4 Царств, 4 глава, 28 стих. И сказала она,
просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? В этих словах, в том, что она делает вот этот упрек Елисею, мы слышим, что она говорит, а я и не просила это. Я же не просила сына. Я же не просила, а ты вот сказал, что будет, он родился, и спустя несколько лет он умирает. То есть зачем? Что это? К чему это? Понятно, что он получает определенное откровение тоже от Бога, он идет, он воскрешает этого сына, этой сыномитянки. То есть такой хэппи-энд, скажем, в этой истории, все хорошо, все нормально. Но я сейчас акцентирую внимание на то, что Бог, Он может давать, конечно же, человеку и то, что мы не просим совершенно. И со стороны видно, в чем мы нуждаемся, ну, скажем, Елизей же сказал, сына. И Бог дает без всякого прошения. Но почему же тогда апостол Павел говорит филиппийцам, он говорит, чтобы делайте известным через прошение молитвы вот то, что в вашем сердце. Делайте известным через разговор с Богом. Ведь Бог и так знает и может дать мне совершенно то, чего я не прошу. Пойдем с вами еще дальше, потому что это надо, наверное, уточнить еще. Третью книгу Царств, давайте с вами откроем. Третья книга Царств, 3 глава. В 3 главе 5 стих читаю. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе. Знаете, очень интересно, когда Бог приходит во сне, и не все сны от Бога, это мы должны с вами знать, есть сны от Бога, есть сны от переедания на ночь, да, есть сны от дьявола. Это все существует в нашей жизни. Мало того, вот даже Бог упрекает и говорит, что общего у мекины с зерном. Он говорит, если вы видели сон, рассказывайте как сон, а если есть слово мое именно, то говорите как слово, то есть во сне как. Может ли дьявол показать сны? Ну да, конечно. Не знаю, я рассказывал или нет, но в моей практике была такая ситуация. Я сейчас не о снах, но почему-то я хочу это сказать. Была такая ситуация, значит, мне снится. Я вижу, значит, дома сижу, в квартире живет, на телевизор стоит так на холодильнике, маленький телевизор, я смотрю его, и вдруг какая-то эротическая программа пришла. У меня пульт в руке, я переключаю на то же самое. Я переключаю, опять то же самое. Я переключаю, опять то же самое. И я, видимо, от этой безысходности просыпаюсь, я лежу на правом боку, я вдруг чувствую присутствие вот, чистого духа. И как хотите к этому относитесь, я вообще не верил в это. Я когда слышал о том, что там что-то там дьявол, там это приходит, я никогда не верил, это чепуха вообще. Но тут, когда я просыпаюсь от этого, и вдруг он, значит, мне на бедро коленом, скажем так, на плечо рукой, в самое ухо мне шепчет, можно. Вот так вот примерно. Я говорю, пошел вон. Ну, он уходит сразу, но я в этот момент, как бы, когда он придавил меня, я не мог пошевелиться. Беспокойства не было. Я говорю, пошел вон, он отошел и ушел. Я к чему говорю? Сны бывают, когда враг пытается разрушить нас, или когда, понимаете, во сне что происходит с человеком? Когда у нас растормаживание происходит в мозгу, это тоже происходит еще с пьяными людьми, ограничители вот эти снимаются, и поэтому сон, он такой, он как бы тебя обнаруживает, обнажает, какой ты есть внутри. То есть ты там не контролируешь себя, поэтому во снах есть такие, там нет времени, там какие-то абстракции, то есть могут быть, то есть во сне ты, ну как бы ты там логики даже может не быть никакой, в этом и есть отличие. Но там просыпается, скажем так, твое внутреннее, если можно так, сознание, каков ты есть. То есть там ты либо проигрываешь во сне, значит это твоя сущность такая, либо ты выигрываешь во сне, это тоже твоя сущность. Потому что ты не контролируешь это, ты не можешь надеть там маску, ты не можешь это показать себя перед кем-то. Сон, он как бы обнажает твою внутренность, и ты можешь понять, кто ты есть, даже для самого себя. И когда ты там побеждаешь, когда тебе пытается, допустим, если враг насадить какой-то момент и говорит, как бы пытаясь бороться с тобой, что там можно и грешить, можно и делать, твоя сущность какая есть, она противостанет этому, ну либо ты проиграешь и согласишься, то есть там ты можешь по прошествии этого сна, ты можешь дать себе оценку, кто ты есть на самом деле. И вот здесь вот, когда к Соломону приходит Бог во сне, он же не приходит через пророка к нему в этот
Он приходит к нему, потому что в Ветхом Завете часто царям приходят пророки. А он здесь приходит во сне. Во сне, когда сердце человека, оно полностью обнажено, и мозг особым образом не контролирует ничего, что происходит внутри тебя. И когда он приходит, он начинает задавать вопросы. Бог этому Соломону, когда тот стал царем, молодой человек. И он говорит о том, что когда является, 6 стиха давайте, то есть 5 стих он говорит, проси, что тебе дать. 6 стиха, и сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобою, истинно в правде, с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость, даровал ему сына этого на себе, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты на народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Во сне Соломон Богу на вопрос, или, скажем так, на то слово, когда Бог говорит, проси, что тебе дать, вот он во сне черпает то, что по сути кем он является. И вот из глубин своего сердца он говорит вот эту нужду. Он говорит, я хочу быть мудрым, разумным, потому что так как я царь, мне надо решать многие вопросы этого народа. Мне надо различать, что добро и что зло. По-видимому, Соломон об этом думал. По-видимому, Соломон был озадачен этим, потому что перед ним становится вот такой вот вопрос, как управлять народом. И как бы управлять так, чтобы все было хорошо для народа. И вот здесь во сне, это неожиданно для существа человеческого, приходящий вопрос вдруг вытаскивает то, что у тебя в глубине находится. Соломон это говорит. И он говорит, что вот этот приоритет у него, и это самое главное. Но дальше происходит же диалог, и поэтому Бог говорит ему такие слова с 10 стиха. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог, за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. То есть он говорит, вдруг в этом сне ты обнаружил свою внутренность, свои внутренние убеждения, и ты попросил не эгоистичные устремления свои, ты не попросил тщеславия своего какого-то человеческого, ты не попросил мстительности за врагов. То есть, но ты попросил себе мудрости и разума, а вы понимаете, что это можно было просить только в одном случае, если ты хочешь служить людям. Потому что просто пользоваться мудростью и разумением это бессмысленно, если ты этим не служишь другим людям. Другими словами, ты попросил не эгоизма, а ты попросил наоборот, как служить другим людям, это благоугодно Богу. И он говорит, мне это нравится, другими словами, да. И он говорит, я сделаю по слову твоему, но 13 стих. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. То есть, то, чего не просил, дано тебе. Это я подчеркиваю те вещи, что Бог дает такие вещи нам, которые мы даже не просим. Это щедрый Бог. Это любящий Бог. И Он прекрасно знает, кто на каком месте находится. Если тебе даны люди, не знаю, там, один ли человек, которому ты служишь, 2, 10, 100, 1000, служение наше различное может быть абсолютно, но чтобы ты мог поднимать их, благословлять их, то мы даже не знаем, что нам надо. Но вот когда Соломон говорит, мне бы разумение и мудрость, он говорит, да, но и то, чего ты не просил, я тебе тоже да. Потому что это сопутствие. Это все существует как бы вместе, все это идет. Бог дает то, что человек даже и не просит. Так если Бог знает мою нужду, или вот Он дает мне даже без просьбы к Нему, если Бог заботится обо мне, но почему апостол Павел говорит, чтобы я общался с Богом?
Но почему же тогда апостол Павел филиппийцам говорит такие слова, чтобы я делал известным через молитву это все? Почему это происходит? Давайте мы сейчас с вами откроем книгу Иова. И там есть один момент, когда Илиуй вступает, ну это диалогом особо не назовешь, потому что там три друга и Иов. И вот Илиуй говорит такие вещи. Давайте откроем Иова 32 главу. Потому что здесь раскрывается даже где-то примерно какой-то психологический момент. 32 глава. Давайте с 18 стиха прочтем. Он говорит, когда он слушал, молодой человек, он слушал их. И только вот к 32 главе он тут там тоже начал говорить. С 18 стиха. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Вот здесь очень интересный момент, когда человек описывает состояние, когда ты слышишь информацию, когда ты с ней не согласен, когда что-то там против этого бунтует у тебя, когда тебе надо высказать. Человек это такое существо уникальное, по образу и подобию Божьему создано. И мы отличаемся от всего животного мира. У них нету коммуникации, общения. Они там как-то общаются, конечно, то, знаете, у них есть, скажем так, ну какие, они часто визуально общаются. Вот если у вас есть домашние животные, если больше одного, или как вы видите, как они, допустим, играть друг с другом желают, практически все млекопитающие, у них есть такая поза, которую вы можете увидеть, не знаю, от крысы до собаки, ну то, что, как они делают. Он сразу на передние лапы так припадает, начинает немножко прыгать в сторону. Он зовет своего так оппонента в эту игру. То есть у них своя коммуникация в этом есть. Но словами общаться, но говорить, выражать то, что у тебя в сердце, это присуще только человеку. Когда собака лает, она там особо ничего там не выражает. Но то, что у нас есть внутри, мы это можем говорить только словами. То, что внутри нас, и вот это, то, чем мы с вами обладаем, это уникальность. Мы можем разговаривать, мы можем говорить. Это на самом деле такая привилегия. И вот здесь вот у Иова, где этот Елиуй, он говорит, внутри меня, ну просто все уже надувается так, что сейчас взорвется. Сейчас я должен это высказать. От чего происходят, допустим, ссоры? От чего происходят, особенно в семьях, такие взрыв и такие серьезные разногласия, начинают орать друг на друга, кричать. Это именно от того, что копят. Вовремя не говорят, вовремя не открывают, скажем так, свою утробу, свою бочку эту, да, вовремя, чтобы газ спустить этот, вовремя, чтобы пар этот выпустить, чтобы рассказать, что то, что у тебя копится. А наоборот, ждут, пока не лопнет. И считают, что это нормально. Это неправильно, это ненормально. Потому что через вот эти слова мы делаем известным то, что у нас есть, то, что у нас внутри нас находится. Мы выражаем свой внутренний мир. Мы по-другому не можем. Вы знаете, если художник рисует, да, пишет картину красками, он как бы, вот, что он видит, он пытается это выложить. Но мы все с вами в некой степени художники, если мы можем разговаривать. Мы можем вытащить свой внутренний мир, поговорить с другим человеком и рассказать, что у меня там внутри. Рассказать свои переживания. Мы вытаскиваем и мы рисуем эту картину, и человек, слыша нас, он понимает, что ты переживаешь, что у тебя. Он начинает слышать тебя. И потом он тоже говорит, и вы как бы обмениваетесь этими картинами. В этой коммуникации есть благословение, слава и сила. Но почему-то люди избегают этих вещей. Почему-то они хотят лучше молчать, а потом говорят, ну я молчу, а потом как выдам. Этим гордиться нельзя, потому что это неправильная позиция. Наоборот, надо, как бы, когда уже что-то там накапливается, лучше разговаривать, лучше общаться. Когда я молчу, то я скрываю себя от других. Вы знаете, человек молчаливый, но ты видишь по его лицу, по, скажем так, его, скажем, форме, ты подходишь и говоришь, что-то у тебя случилось, что-то не так, ну да, все нормально. Но ты же понимаешь, что это ненормально. Человек, который не говорит, не вытаскивает словами свой внутренний мир, его невозможно понять, что хочет этот человек.
когда этот человек выглядит подозрительно. Да? То есть, что же там такое за мысль? Это очень серьезная вещь, которая необходима для каждого человека. Это очень серьезная вещь, чтобы мы могли разговаривать безбоязненно и говорить то, что у нас внутри. Это необходимость, это надо, это существует. Нам говорит Писание, Иисус, великий учитель, наш Господь, наш Спаситель. Он говорит, как взаимодействовать с другими людьми. Евангелие от Матфея. Мы с вами откроем 5 главу. Евангелие от Матфея, 5 глава. В 5 главе я прочту с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Итак, я здесь, по словам Иисуса, я выступаю в роли того человека, который обидел своего брата. То есть я это знаю, я могу это игнорировать, но однажды мое сердце просыпается, однажды, вот даже к жертвеннику, когда там подходит человек, однажды я вдруг понимаю, я же обидел. Да и ладно как-то, обидел. Созидание. Бог делает все вещи таким образом, чтобы мы с вами созидались, и чтобы у нас был мир и покой друг с другом. Я вспомнил, что я обидел. Мой учитель говорит, иди поговори. Иди, ты должен расслышать, что он сейчас переваривает в своем сердце. Если он тебе не скажет, это в нем будет копиться, вы можете стать врагами. Иди к нему, расслышь, как ты его обидел, какие травмы нанес, он тебе это расскажет, ты это увидишь, и ты сможешь залечить это все. Потому что там, как обычно, если мы созидаем друг друга, то придя к кому-то, я говорю, по-моему, я тебя обидел. Тот начинает говорить, если, допустим, не скрывает, и я тогда могу сказать, извини меня, прости, я не хотел. Я не хотел тебя травмировать. Но если я это сделал, ты меня прости. Вы понимаете, что здесь происходит примирение. Вот в этот момент происходит примирение. Слова с одной стороны, слова с другой стороны. Вот так говорит нам Иисус. Давайте еще посмотрим Матфея 18 главу. 18 глава. И в 18 главе Иисус вот что говорит. 18 глава, 15 стих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Теперь он говорит, если я в роли того, что меня брат обидел, он нанес мне травму психологическую, да? Он меня словом, скажем так, ранил, или своим поведением, своим поступком. То есть теперь я в роли жертвы. И что мне делать? Обычно человек что делает? Он идет, жалуется другому. Он идет и говорит, слушай, меня вот тот обидел, знаешь, он такой плохой, не связывайся с ним. Иисус говорит, нет, это не выход. Ты так и будешь травмирован. Единственный выход, он нанес тебе рану, иди поговори с ним. Скажи, слушай, ты мне нанес определенный ущерб, я себя чувствую дискомфортно, я не хочу тебя видеть. Я дошел до того, что я не хочу здороваться с тобой. Ты понимаешь, что вот то, что ты тем поступком, что ты сделал? Ты вытаскиваешь свой мир, ты вытаскиваешь то, что у тебя внутри, ты ему показываешь, ты ему рисуешь и говоришь, посмотри, что происходит у меня внутри. Потому что он этого не знает, пока я не скажу это. И тогда он тоже самое говорит, да, я не знал, извини, я не хотел. Что происходит? Примирение происходит. Но, как правило, люди обходят вот эти решения. Они наоборот, они куда угодно пойдут говорить, они хоть в соцсети это выложат, но идти к человеку и разговаривать они не идут. Это удивительно, это наша природа человеческая. Но здесь сам Иисус учит нас, когда ты что-то имеешь, когда ты обидел, или когда тебя обидели, иди разговаривай с этим человеком, вытащи то, что внутри тебя, и он вытащит, соответственно, то, что у него. Знаете,
Люди боятся, говорят, да я не хочу ругаться. Слушайте, вот здесь вот надо преодолеть вот какой порог. Ты приходишь, и даже если вы поругались, вы, главное, не разбегайтесь, когда поругались, а просто еще хотя бы пару минут побудьте, и вдруг вы почувствуете, что вы успокоились. Вы успокоились и начинаете говорить тогда, и уже начинаете слышать друг друга. Бояться, что поругаются, это вообще не проблема. Ну, поругаетесь, ничего страшного. Все равно в итоге потом вы друг друга расслышите. Это серьезные вещи. Разговор, он развязывает большие узлы. Разговор, вот посредством слов просто решаются огромные дела. Вы знаете, войны решаются за столом переговоров. То есть, когда садятся и две стороны потом разговаривают, и они договариваются до чего-то. Войны останавливаются таким образом. Поэтому разговоры, они необходимы. В разговоре, скажем так, сердце опустошается. То, что внутри тебя, ты говоришь, и оно и у тебя ушло. И ты уже вроде бы как решил вопрос. Это на самом деле, это ответы очень большие. И поэтому оно не взрывается сердце, а оно таким образом как бы уходит со словами, вот эта вся тяжесть, когда ты выговариваешь друг другу. Так о чем же апостол Павел говорит в Филиппийцам? Мы начали с этого, я привожу опять сюда же. Филиппийцам 4 главу давайте опять откроем, с чего мы с вами начинали. О чем же апостол Павел тогда? 4 глава и с 6 стиха. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда мы делаем известным через Слово, когда мы разговариваем с Богом, когда мы начинаем общаться с Ним, показывая, как бы, Он и так знает, но это, видимо, мне надо. Я начинаю говорить, и что, я получил ответ? Не факт. Не факт, что я получил ответ. Но вот в чем суть. Мир Божий, покой Его, который превыше ума, ум будоражится. Ум как бы кажется, что все, и там плохо, и вот это, и как это решить, и то. Но говоря с Богом, я вдруг ощущаю, я пытаюсь себя раскачать на беспокойство, а не могу. Я думаю, это многим знакомо. Ты пытаешься, у тебя разум просто будоражится, а внутри ты думаешь, ну как бы вот все бы существо сейчас бы трясло. Нет, не получается. Почему? Разговаривая с Богом, ты на самом деле опустошаешь вот это сердце, и мир Божий, который превыше ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе. Здесь военный термин употреблен апостолом Павлом. Там Петр, по-моему, однажды употребляет. И вот здесь апостол Павел. Имеется в виду то, как, знаете, как военный гарнизон охраняет покой граждан в городе. И вот здесь мир, который вот превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе. Бог поселяет такой мир внутрь нас, который охраняет наше сердце, который не дает нашему сердцу выйти с территории покоя. И когда он соблюдает во Христе Иисусе, я все так же во Христе, я все так же в Господе, я все так же с Ним, Он все так же со мной, Он общается со мной, Он любит меня, да, и мы с Ним разговариваем. Разум может вот трепыхаться в этот момент, но там внутри я вдруг ощущаю покой. Вот это нам обещано. И когда я разговариваю с Богом, вот это приходит в мое сердце. Вот это меня успокаивает и возвращает меня. Мир Божий, безопасность и покой. Что бы я умом не пытался там как бы раскачать себя, это бесполезно. Потому что говоря с Богом, и который все знает, вот я прохожу эту терапию с Богом. Я Ему открываю то, что внутри меня. Я вытаскиваю эту картину. Он и так это знает. Мне это надо. Мне вытащить надо из моего сердца это беспокойство, которое вдруг туда засело. Мне это надо. И поэтому в этом есть необходимость, и апостол Павел об этом говорит в послании к Филиппийцам. И тогда мир Божий, он поселяется, и он начинает охранять меня. И я тогда, когда я в покое, знаете, я нормальный, полноценный человек. И мало ли что мне там разум и диктует. Потому что в разуме очень много происходит войн. В сердце покой. Это самое главное, потому что его надо хранить, свою внутренность. Соблюдет, то есть будет сторожить, охранять сердце. А из него уже вот эти все мысли, что я всегда нахожусь в Боге. Он никуда не ушел, он все знает. Враг души человеческой, конечно, заинтересован в том, чтобы человека, скажем так,
вытащить в беспокойство, и чтобы он жил в этом, потому что он не может тогда спать, он не может тогда есть, он не может нормально существовать, все не так, все не эдак. А Бог, Он говорит, да нет, все хорошо, все нормально. Поэтому, когда нам Писание говорит о том, чтобы мы обозначали перед Богом, что у нас в сердце, это нам надо, не Богу. И поэтому, если думать, что если я не сказал что-то Богу, и Он это мне не даст, то даст даже то, что я не просил. Но исцеление, которое вот мне нужно, оно приходит не иначе, как через разговор с Богом. И когда ты разговариваешь с Богом, общаешься, и вдруг ты понимаешь, что и беспокойство куда-то ушло. И вот он здесь, и он, оказывается, от меня никуда не уходил. Поэтому Павел и пишет, говори с Богом, покой Божий встанет на охрану твоего сердца. Вот в этом есть божественная терапия, разговор с Богом. Давайте мы встанем, сейчас помолимся. Господь, благодарим Тебя, любим Тебя и поклоняемся Тебе. Я молюсь Тебе, Господи, о каждом человеке, о каждом сердце. Мой Бог, все в Твоей власти, и мы знаем, что Ты отвечаешь нам на молитвы, мы знаем, что даже то, что не просим, Ты даешь нам. Но, Господи, как драгоценно, когда мы можем, просто разговаривая с Тобой, вытаскивая из своего сердца словами то, что внутри нас, Господи, это исцеляет нас. Это исцеляет и ставит, Господи, на место, на правильное место. И Твой мир, который превыше ума, Он соблюдает, Он охраняет наши сердца, Господи. И это так хорошо, это так сладостно, потому что знаем, что беспокойное сердце, оно не может вот находиться в этом покое, но когда Ты успокаиваешь, когда Ты наполняешь своим миром, своим шаломом, Господь, нашу внутренность, это так драгоценно, это так хочется. В этом мире люди ищут этого покоя, но он у нас есть, это Ты, Иисус. Это Ты, и разговаривая с Тобой, мы постоянно возвращаемся в этот покой, мы постоянно находимся на этой территории. Слава Тебе, великий и всемогущий. Я благословляю каждого человека, кто слышит Твое Слово. Благословляю, Господь, кто послушен Твоему Святому Духу, кто может расслышать и разглядеть Тебя, Господь. Я благословляю каждого, чтобы всегда находились в этом покое, потому что Ты настоящий путь. Ты истина, Ты жизнь, Иисус. И нет никого и ничего здесь, на этой земле, чтобы могло превозмочь Тебя. Слава Тебе. Да будет прославлено Твое любящее имя. Великий и всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо большое, пастор. Мы благословляем ваше служение. Мы благословляем вашу церковь, чтобы Царство Божие расширялось и через ваше служение вашей церкви, и пусть поднимаются сильные, крепкие служители во славу Иисуса Христа. Спасибо. И, драгоценные, у нас со дня начала нашей церкви есть добрая традиция. Добрая традиция, оно основано на Писании, где Павел, на письме Павла Филиппийцам,